Но ты упомянул о банах украинских журналистов и проукраинских журналистов в Фейсбуке. К тем, о ком ты писал, добавились еще несколько человек. Вот, и ты как раз конкретно обращал на это внимание. Вот что, это их стратегия какая? Они хотят, а ты же тоже был за войной, они хотят выбить какой-то пласт вот такой украинской журналистики или проукраинской журналистики именно к выборам, используя какие-то свои методы борьбы вот именно фейсбучной. Однозначно, однозначно, потому что здесь уже прослеживается четко, банили уже именно по, прошу прощения, по принадлежности к проукраинской позиции, банили именно таких вот проукраинских блогеров, да, причем не обязательно в Украине, да, и тебя забанили, и меня забанили, и Поначевного там за океаном забанили. И это была совершенно четкая атака, и она чувствуется, что туда пошло новое вливание, потому что у меня и ботов этих, и троллей, они меня на какое-то время оставили в покое, сейчас появились заново, начали появляться и фейковые аккаунты какие-то, они потянулись прям толпой. И здесь чувствуется, что они вот именно целенамеренно выбивают вот это вот, пытаются выбить из украинского сегмента Фейсбука именно вот эти вот проукраинских лидеров мнений, да, потому что, если так посчитать, то там сейчас еще новые добавились, да, ты правильно сказал. Скрепин забанен еще Сергей Гришин, забанен Мирослав Гай. Я просто всех не знаю, я думаю, там под десяток еще. Уже много. И там суммарная аудитория получается 500 000 человек уже, я сейчас уверен, да. И это, извините меня, конечно, дофига. Не у каждого средства массовой информации есть такая аудитория. И эта атака, надо признать, успешная. Эта атака успешная, она у них сработала. Они ищут, конечно, какие-то такие формальные поводы, роют посты, вот на меня, пожалуй, там на репост уже до 2015 года дошли, да. И, кстати, я даже, в принципе, не против, я вот сижу и думаю, что вот этот вот ватный тролль, который сидит на фабрике троллей и читает все, что я там писал годами, и он читает, и у него кипят мозги, я ему даже сочувствую в какой-то степени в этом деле, да, может, у него голова на место станет. Но они работают, и сработали неплохо, они пользуются тем, что Facebook, Европа, она 70 лет жила вот с такой довольно толстой жировой прослойкой, и она отвыкла от всего этого, и она сейчас существует в режиме толерантности. Да? И они думают, что весь мир, в общем-то, так существует, и они просто не приспособлены вот к этому новому нашествию варваров. Да? Они не приспособлены, что люди могут действовать так, что они будут лгать, изгаляться, что будут создаваться целые фабрики троллей, что туда будут тратиться государственные бюджеты, там, сравнимыми с бюджетами городов среднего масштаба. И все эти фабрики, они этим пользуются, и надо признать, пока успешно. Сейчас они на шаг впереди, сейчас они идут на шаг впереди инициативы за ними.